В эфире программа «Кунмаек», в студии работает Мерима Саналы. Здравствуйте. И сегодня наш выпуск посвящен железнодорожным путям в Кыргызстане. Обсуждать перспективы развития мы будем с первым заместителем генерального директора государственного предприятия «Кыргызтемиржолу» Спасским Романом Михайловичем. Здравствуйте. Добрый день, Мерим. Первый вопрос, пожалуй, о самом популярном маршруте этого лета – Бишкек-Балыкчи. За туристический сезон 2025 года сколько пассажиров вам удалось перевезти? Ну, наверное, начну с того, что хочу похвастаться. У нас этот период, наверное, мы побили все рекорды перевозок именно по этому направлению. В этом году мы перевезли свыше 115 тысяч пассажиров. Это только по маршруту Бишкек-Балыкчи-Бишкек. Для сравнения скажу, что в том году мы перевезли 50 тысяч. Это в 2 раза больше. Это даже больше, чем в 2 раза. Ну, это здорово вообще. А какие тарифы действовали? Допустим, ценовая категория билетов? Категория 150 – это обычные плацкартные вагоны. И у нас идет категория VIP. Есть люкс-вагоны, есть VIP-вагоны и есть у нас VIP-купе. Люкс-категория – это 500 сомов, получается, VIP – 800 сомов и купе – 6000. Но это при оплате безналичным. Если наличным способом, то на 20% дешевле, дороже. И потребность в этих билетах всех категорий, они были? Да, у нас получается, что даже в среднем около 20 постоянно людей где-то не помещались в составы. Потому что очень в этом году у нас прям развито это направление, потому что мы продлили наш железнодорожный путь, это в Балыкчи. Почему я задаю этот вопрос? Это вопрос рентабельности. Смогло ли Кыргызтемиржолу заработать на этой ветке? Ну, я вам так скажу, то, что пассажирские перевозки, они вообще не рентабельные. И где-то, если соотношение расходов и заработка, то 70% мы сами датируем на эти перевозки. За счет каких средств? За счет собственных средств, да. Вот у нас на предприятии за счет собственных средств. Но направление Балыкчи, оно себя окупает и окупает еще те средства, которые мы вложили в модернизацию вагонов. То есть вот эти дизайнерские ремонты? Да, они себя окупают, да, они вот себя вы говорите, окупают. что в этом году мы перевезли свыше 100 тысяч пассажиров. Соответственно, запрос есть, люди хотят. Будете ли вы еще дополнительно добавлять купе, возможно, или еще VIP-вагоны? Да, в планах компании есть. У нас мы ежегодно добавляем от 2 до 3 вагонов. Уже начали модернизацию, к следующему этапу перешли, чтобы в следующем году у нас еще 2 вагона добавить. Мы максимально хотим перейти от наших плацкартных старых вагонов, чтобы максимально создать условия для пассажиров комфортные. На сегодняшний день я знаю, что у вас продлился маршрут Бишкек-Балыкчи, и вы проложили дорогу до пирса. Расскажите об этом подробнее. Да, это очень интересный проект. На самом деле тоже задача была поставлена президентом. Мы его один раз на нашем составе прокатили. Ему на самом деле в наших новых вагонах понравилось. Но он тогда сказал, почему только доходит состав до Рыбачи, даже не до озера и даже не дальше. И тогда вот была поставлена задача продлить путь. Мы продлили 6 километров. Это буквально мы дошли до пляжа, городской пляж, который сейчас новый в Рыбачи построился. И вот, наверное, благодаря этому у нас сейчас увеличился пассажиропоток больше, чем в 2 раза. И люди для себя сделали такое в планах, что раньше, допустим, ходили в бассейн приходишь, сейчас бассейн стоит 1500, там еще надо посидеть. У нас можно взять за 300 сомов туда-сюда обратно билет, приехать утром на пляж, весь день пробыть на пляже, этим же поездом вечером вернуться. Но вот вы такое сняли прям самую направление. основную проблему, потому что люди, которые ездят на поезде до Балыкчи, они приезжают на вокзал, им надо вот с детьми пересаживаться в такси, и ехать на пляж, и ехать до пляжа. Сейчас выходишь и прям проходишь 200 метров, и ты оказываешься на пляже. Но этим мы не ограничиваемся, тоже хочу сказать, у нас сейчас реализуется крупный проект. Мы строим дорогу с Балыкчи теперь до Чолпонаты. Она будет проходить Балыкчи, Тамчи, Чолпоната. Я думаю, тоже в ближайшее время мы уже это начнем. Это именно создано в первую очередь для развития туризма, для удобства наших граждан. Разгрузки дорог. Да, разгрузки дорог однозначно, потому что мы видим, какие пробки. Сейчас людям на самом деле проще сесть на поезд, доехать, назад вернуться, а по дороге еще такие прекрасные виды посмотреть.
в некоторых странах курсируют поезда между регионами. То есть ты можешь доехать с одной области во вторую. А в некоторых странах курсируют скоростные поезда. Почему же в нашей стране до сих пор не развиты эти железнодорожные пути между областями? Например, было бы здорово доехать с Бишкека в Ош, с Бишкека в Баткен, допустим, наряду с тем, что в данный момент по стране развиваются авиаперевозки. Ну, в этом направлении мы работаем, начиная вот уже где-то в районе 5 лет, как у нас сменился генеральный директор вот под руководством Азамата Абдукаримовича. Хочу просто отметить то, что это такой сильный менеджер с европейским образованием. Как раз первая задача была поставлена и руководством страны, чтобы соединить наши регионы. И первый проект, который возник, это было строительство Балыкчи-Кочкор, Каракече-Макмал, Джалабад. Это вот самый наш основной участок. Балыкчи-Кочкор мы уже своими силами строим, полностью силами предприятия. На сегодняшний день свыше 40 километров мы построили уже, это начиная с 2022 года. И сейчас мы продолжаем дальше, это будет участок Кочкор-Каракече, потом Каракече-Макмал. Почему на Макмале заканчиваем? Потому что в Макмале это будет соединение с нашей китайской дорогой. Это будет Торугард, Макмал, Джалабад. И вот будет соединение в Макмале, и мы соединим, получается, север с югом нашей страны. Это в планах компании есть. И этот проект мы сейчас реализуем в настоящем Какова момент. будет общая протяженность? Вот в данный момент 40 километров вы уже Да, строите. до Макмала в районе 300 километров от Рыбачи будет. За какой период будет? В планах компании, что где-то в районе 4-5 лет мы дойдем до Макмала. Почему именно такой срок? Потому что строительство дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан тоже займет 5 лет. И мы хотим как раз интегрироваться и достроить одновременно, чтобы это был одновременно запуск и нашей дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, и дороги север-юг. Но я так понимаю, это все не скоростные поезда будут, это обычные поезда. Это не обычные поезда, это будут, есть разные понятия, есть высокоскоростные, есть скоростные поезда, они будут категории скоростные, движение пассажирского поезда будет 120 км в час, это в принципе, ну, с учетом нашего рельефа, с учетом вообще расположения Кыргызстана, это в принципе хорошая скорость считается. 20 километров, да. Да. Но мы же понимаем, что главное в этих проектах это развитие самой инфраструктуры. Какие работы ведутся по развитию инфраструктуры? Для того, чтобы эти поезда наконец-то заработали, чтобы они были. Ну, инфраструктура, наверное, это развитие самого предприятия. Вот на сегодняшний момент мы активно развиваем это наши производственные комплексы. У нас, к сожалению, был большой застой в железных дорогах, и до сих пор к нам осталось все еще постсоветского качества, старые тепловозы, старые вагоны. Но компания потихоньку обновляет. У нас есть уже новые тепловозы, у нас есть новые вагоны. Недавно получили в подарок от казахских железных дорог тепловозы. И сейчас мы модернизируем наше депо, это с учетом того, чтобы мы могли производить любые виды ремонтов наших тепловозов. Потому что раньше мы отправляли, чтобы отремонтировать тепловоз, его приходилось направлять за границу. Это занимало от полугода до года. И поэтому мы уже теряли определенные финансовые средства, и работа дорогая. Если, допустим, ремонт тепловоза стоит в районе 30 миллионов, то на него только запчасти 10 миллионов, 20 миллионов получается работа. Сейчас мы будем уже с учетом производить сами ремонт делать, поэтому эти деньги будут как раз идти на развитие инфраструктуры. А что перевозят тепловозы? Тепловозы перевозят, это первое у нас два направления, это груз и пассажиры. Мы перевозим груз и перевозим пассажиров. Грузоперевозка вообще по стране, она насколько функционирует? Потому что, насколько я знаю, и который мы видим, по городу курсирует поезд, который перевозит уголь в сторону ТЭЦа, или же обратно какие-то небольшие эти поезда ездят. У нас грузоперевозка по всей стране, она курсировать будет или только пассажиры будут? Нет, у нас грузы очень хорошо налажена система грузоперевозок. Мы осуществляем, у нас свыше 9 миллионов тонн в год мы перевозим грузов, это имеющиеся нашей инфраструктуры. У нас существует два отрезка, это один отрезок это на севере от Турксиба до Рыбачи, это наша основная железная дорога. И у нас также есть и в Аше, в Джалабаде, у нас тоже есть отделение, где железная дорога соединяет Узбекистан и Кыргызстан, и там тоже производится именно перевозка грузов. Вот вы говорите, на сегодняшний день мы перевозим 9 миллионов тонн груза, да, всего. Если реализуются проекты, которые будут соединять север-юг Кыргызстана в ту же сторону, Макмал, Балыкчи, да, Кыргызстан, Китай, Узбекистан, какова повысится грузопередача?
какой объем груза мы сможем перевозить? Ну, мы на первых порах, это вот как проект запустится, мы оцениваем, что перевозка в транзитном только в сообщении около 15 миллионов тонн в год будет. Это в самом начале. И с учетом того, что она будет развиваться и каждый год увеличиваться, это однозначно, потому что в данном маршруте заинтересованы не только три страны, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, а также страны Турция, Европа, все полностью, европейские все страны, также страны именно Восточной Азии заинтересованы, Япония, Корея, это все страны, которые хотят получить это именно транзитное сообщение. Почему? Потому что это будет быстрее, это будет дешевле. Быстрее, дешевле, ну, надежнее и, ну, самое, конечно, это скорость. Потому что для любого клиента это в первую очередь безопасность и скорость. Вот у нас даже как пандемия показала, единственное сообщение, которое не закрылось, это было железнодорожное. Аэропорты закрыты, автомобильные пункты закрыты, только железнодорожное сообщение действовало в тот период. Да. Вы можете озвучить общую стоимость этих проектов и на какие средства они будут реализовываться? Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Это проект оценивается 4,7 миллиарда долларов. Он финансируется тремя странами. Это Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном. Доля вложений китайской стороны 51%, Кыргызстан и Узбекистан 24,5%. А на каком стадии? Если мы говорим, что Макмал, Карагече, Балахче, Кочкар проложено 40 километров дороги, а Китай, Кыргызстан, Узбекистан? Китай, Кыргызстан, Узбекистан, как вы знаете, старт президент дал в декабре, дал начало строительству. И в настоящий момент хочу сказать то, что оно идет очень обширными темпами. Уже в районе свыше около 10 тысяч работников работают. Полностью все построены подъездные дороги. Это дороги, которые нужны именно для строительства дорог. Приступили к строительству 3 крупных туннелей. Это туннели от 12 до 14 километров в длину. Их уже строительство идет. Полностью по всем участкам распределены подрядные организации. Они все приступили к своим работам полностью по всей линии. И вот это самое основное, то, что все на всех участках идет одновременное строительство. По нашим планам, это в 2030 году эту дорогу уже закончат. Было бы очень здорово. Роман Михайлович, скажите, пожалуйста, для чего и почему такие проекты важны для кыргызстанцев, для Кыргызстана в целом? Ну, здесь, наверное, несколько аспектов. Ну, для Кыргызстана в первую очередь это аспект то, что мы войдем, интегрируемся в вообще железнодорожную сеть мировую. Наша железная дорога это на сегодняшний момент представляет собой тупиковая. Если мы эти проекты реализуем, мы откроем транзит. Если мы откроем транзит, мы интегрируемся в международную сеть. У нас появятся новые опыты, у нас появятся, я думаю, новые маршруты, новые возможности, новые инвесторы, потому что все будут заинтересованы именно в транзитном сообщении. Плюс мы разовьем наши регионы, эта дорога будет проходить по таким регионам, где вот Арпа, Макмал, там однозначно появятся новые села, которые в дальнейшем станут городами, которые станут мегаполисом, потому что где дорога проходит, там потом появляется город. Даже вот получается от Турксиба до Бишкека, все, которые идут придорожные села, это они становились после того, как построили железную дорогу для ее обеспечения. Плюс для нас эти проекты важны, то, что они свяжут наши регионы. У нас, к сожалению, железнодорожным путем только связывается Чуйская область и Иссык-Кульская область. Вот это самое главное. Ну и, конечно, экономика. Это очень большой будет вклад в экономику страны. Это большие налоги, это большие соцвыплаты. Только на транзите там свыше 200 миллионов долларов ежегодно будет зарабатывать Кыргызстан. Только потому, что через нашу страну Только через нашу страну, поезда. да, тоже будут проходить поезда. Поэтому для Кыргызстана это шикарный проект. Его надо поддерживать. Это, наверное, я считаю, что это один из самых важных проектов. И заслуживает на самом деле большого уважения то, что именно на железную дорогу руководство страны обратило внимание и поддерживает нас во всем этом. Давайте поговорим о человеческих факторах, о человеческом резерве. Мы строим железные дороги, мы развиваем. А откуда вы берете кадров? Откуда вы воспитываете этих кадров? Кто будет работать и обслуживать эти железные дороги?
Мгм. Но вопрос интересный, наверное, ни для кого не секрет, не то, что в Кыргызстане, наверное, во всем мире существует такое понятие, как кадровый голод, то, что очень много специалистов либо уезжают за границу, выбирают более другую специальность, хотя учились по другой. Но в этом направлении у нас существуют определенные комиссии, именно комиссии по повышению квалификации, комиссии по обучению, по образованию. У нас существует в стране железнодорожный лицей, откуда выпускаются студенты, которые в дальнейшем идут либо на высшее образование, либо к нам устраиваются, уже параллельно и учатся, и у нас работают. У нас существует Кыргызский технический университет, где тоже именно обучают в сфере железнодорожной отрасли. Со своей стороны мы постоянно обучаем наших работников на повышение квалификации. У нас студенты обучаются в Китае, в Корее, в Узбекистане, в Казахстане, в России. Осуществляется постоянно, это идет на постоянной основе. Кроме этого, сейчас с началом строительства нашей железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, там понятно, что потребность в будущем будет свыше 5 тысяч до 10 тысяч новых работников. Мы сейчас уже начинаем проработку, что мы заключаем меморандумы с крупнейшими вузами. Это Китайская Народная Республика, потому что непосредственно там очень много оборудования будет, которое сделано по китайским стандартам, чтобы... И вот сейчас мы хотим уже запустить тот период, когда будут выпускаться наши студенты как раз к тому моменту, это 4-летнее, 2-летнее образование, годовое образование, чтобы после завершения строительства у нас уже были готовые кадры. До 2030 года, да. Никому не секрет, что первое, что интересует любого студента, любого поступающего, это зарплата. Вот на сегодняшний день какая зарплата у сотрудников ЖД? Зарплата у нас, так скажу, колеблется, но средняя у нас в районе около 40 тысяч зарплата. И хочу сказать то, что в зависимости от того, как работник работает, от этого тоже у него идет определенное увеличение заработной платы. Просто для примера могу сказать то, что у нас есть слесаря, это которые слесаря по ремонту именно подвижного состава. Они зарабатывают свыше 100 тысяч. Это при том, как они качественные сроки отрабатывают. У нас есть работники путевого хозяйства, у которых в районе 80 тысяч при усиленном ремонте пути, при определенных работах. У нас, в принципе, зарплата сейчас на хороший уровень зарплаты. И вот хотел бы отметить как раз, что у нас тоже в 2025 году среднее повышение заработных плат было это где-то от 15 до 45%. Мы подняли, да, работникам. Это в зависимости либо младший обслуживающий персонал, либо ИТР состав. Но постарались все. Максимально, конечно, у нас была в первую очередь ставка, это поднять заработные платы именно у слесарей, инженеров, это вот именно у технического персонала, да, который связан именно с работами по вагонам, тепловозам. А есть ли какие-нибудь мотивационные программы, обеспечения жилищем, например? Да, вот я хочу тоже, наверное, похвастаться, то, что в этом году мы запустили проект, это при поддержке тоже уважаемого нашего президента, при поддержке управления делами. Мы зашли в госипотечную компанию, уже у нас идет строительство 3 многоэтажных домов для работников. И вот сейчас мы как раз прорабатываем, сформируем очередность, формируем, кому есть необходимость, строительство домов идет. То есть в рамках ГИК? В рамках ГИК, да, нам выделили 3 дома. 3 многоэтажных дома по условиям ГИК, государственной ипотечной компании. То есть ваши сотрудники, люди, которые работают в Кыргызстане и Миржолу, могут подавать в очередь и да, получить льготное, да. 4%? Да. Это вообще здорово, да. Да. Давайте еще раз вернемся к большой теме. Это железная дорога в Кыргызстан, Узбекистан и Китай. Настолько важность, потому что это, как вы сказали, проект, который касается всей нашей страны, который должно реализовываться. Да. Хотелось бы еще раз отметить, какие важные аспекты вы продвигает этот проект. То есть на что именно должны обратить внимание кыргызстанцы? Да, это важно. Мы выступаем, наша страна, наша земля выступит транзитом. Там будут пассажирские поезда и плюс грузоперевозки, верно? Мы же также через этот поезд будем добираться и в Узбекистан, и в Китай. Или это только будут грузовые перевозки? Нет, это перевозки будут и пассажиров, и грузов. У нас, вот я же говорю, у нас 2 направления развивается. Это и грузовое, и пассажирское. Все наши маршруты, которые в том числе Китай, Кыргызстан, Узбекистан, проходят по территории Кыргызстана.
Территория Кыргызстана, это, наверное, является жемчужиной вообще среди азиатских стран и в целом в мире. Это именно по тем аспектам, это именно по туристическому сектору. У нас такие виды, у нас такая природа, и вот мы даже постоянно, к нам вот сейчас увеличится пассажиропоток туристов, и они говорят то, что мы к вам хотим приезжать, мы хотим смотреть ваши новые маршруты, нам уже до Иссык-Куля мало ездить, Да. везите нас в сторону Кочкора, везите в Нарын. И я уверен, то, что эти проекты, они очень сильно разовьют туристическую направляемость, вообще направленность Кыргызской республики. Если туризм будет развиваться, это одно из таких самых основных направлений вообще в экономике. И хочу сказать то, что вот вы задали вопрос, что наш гражданин сможет сев на поезд в Бишкеке, может на нем доехать до острова Хайнань. И может на нем доехать до любой, в принципе, до любого города Китая. Это будет такое направление, которое будет сопряжено со всеми городами, где есть пассажирское обеспечение. И то же самое в сторону, он сядет, может оказаться в Европе, может оказаться в Турции, где есть железнодорожное сообщение, где у нас есть уже определенные маршруты, по ним будут курсировать и грузовые, и пассажирские поезда. Звучит очень интересно, звучит очень перспективно. Вот, один вопрос, который, наверное, интересует не только меня и многих кыргызстанцев: почему в Бишкеке нет метро? Это же тоже к вам относится, да? Ну, метрополитен, вообще в целом нет такого понимания, наверное, сейчас в Кыргызской республике, но задача тоже перед нами такая стоит, мы эту возможность рассматриваем. Ну, я хочу отметить то, что Кыргызстан вообще страна очень сложного горного рельефа. И, допустим, если вот в других странах, где вот типа Монголии или Казахстана, где дорогу можно спокойно построить, у нас так не получится. У нас вот даже маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан, он 304 километра длиной вот по нашей территории проходит. Из них 120 километров это только туннели. Это только туннели, не говоря о мостах. У нас самый высокий мост 140 метров в высоту и 500 метров в длину. Но это просто о масштабах проекта. И нам сложно такие проекты реализовывать, потому что они на самом деле очень сложные, они очень затратные. И поэтому, я думаю, мы потихонечку развиваемся в этом направлении, но однозначно думаем. Это возможно. Это здорово помогло бы развитию железнодорожных путей, если мы смогли бы соединить все области и плюс и страны, если кыргызстанец сможет сесть в Бишкеке и ощутиться себя в Хайнане, и плюс это будет доступнее, чем авиаперевозки. Это будет очень такой, разгрузит наши и дороги, удешевит транспорт для наших граждан. И очень ждем 2030 года, когда вы поделитесь и скажете: мы запустились. Ну да, это интересно. Но я еще хотел бы отметить то, что железная дорога и сейчас можно пользоваться. У нас есть два внутренних маршрута. Это один Бишкек-Каинды, другой Бишкек-Токмок. Это где мы перевозим пассажиров. У нас тоже с каждым месяцем увеличиваются перевозки. Если мы раньше перевозили где-то в районе 60 тысяч, сейчас перевозим каждый месяц по плюс 2000 пассажиров. Но это в связи с тем, что пробки существуют. И, к примеру, скажу, если с Сокулука до Бишкека на поезде добраться это 7 минут, максимум 11 минут, то на машине это 1,5 часа. А какая стоимость билета? Стоимость билета 40 сомов. За 40 сомов? За 40 сомов можно, да, доехать от Каинды до Бишкека. Или от Токмака до Бишкека можно доехать. Наряду с тем, что сейчас пробки — это просто огромнейшая проблема для Да, нашей страны. Если мы запустим такие поезда, которые будут курсировать между малыми городами, между малыми селами, это здорово разгрузит. Мне кажется, люди хотели бы ездить. Да, мы это прорабатываем. Это у компании в планах есть. Мы прорабатываем и как в городскую инфраструктуру внедриться, возможно, какие-то короткие поезда сделать, дизель-поезда или комбинированные поезда. В компании есть же также тоже мысли, что перейти от дизеля к электричеству, чтобы сделать какие-то гибридные у нас моторы были, и для выброса, чтобы меньше было, и пассажиров перевозить. В компании планы есть. Роман Михайлович, спасибо большое вам. За короткий период вы смогли поделиться о самых важнейших проектах нашей железной дороги. Благодарим вас. Спасибо вам большое. Это была программа «Кун Маек». В студии работала Мирим Асаналы. Увидимся.